на нашей дискуссии присутствует почетный, скажем так, гость. Это генеральный прокурор Республики Казахстан Асанов Жакип Кажманович. Да? Я хотел бы сказать, что Казахстан достаточно далеко продвинулся в плане реформы контрольно-надзорной деятельности. В 2008 году мы вместе с Генеральной прокуратурой приезжали к ним, знакомились с опытом и подсмотрели вот как раз тему формирования реестра проверок. И в 2009 году, в общем-то, это уже нашло конкретное воплощение, появился закон, и на сегодняшний день мы уже говорим о том, что эта система создана. И сейчас речь идет просто о совершенствовании этой системы. Ну вот Жакип Кажманович сейчас расскажет нам, что еще нового есть в Казахстане. Там есть чему поучиться. Спасибо, Константин Анатольевич. В первую очередь я хотел поблагодарить. Для нас и для меня лично это действительно большая честь. Но ради экономии времени сразу перейду к сути. Вообще наша страна, она не имеет прямого выхода к открытому морю. Таких стран в мире 30, если не считать Европейский Союз. И вот среди этих 30 стран Казахстан – это самая далекая страна от океана. Но с этим утверждением не согласен наш глава государства. Нурсултан Абишевич говорит, что наши моря – это Россия и Китай. Многие мечтают о таком соседстве, поэтому географически нам очень повезло. Вот. Ну, что касается сегодняшней темы, вот это Аральское море. Кстати, я родился рядом, когда-то даже купался в нем. Это было на планете 60 лет назад четвертым морем в мире. И купаясь в 70-х годах в этом море, я не знал, что тогда политики приняли одно роковое решение. И итог этого решения – глобальная экологическая катастрофа и бесплодная пустыня. Я для чего привожу этот пример? У нас есть ясное и четкое понимание того, что если мы пережмем артерию предпринимательской инициативы, то такая же участь ждет и наш бизнес. А оттуда недалеко не только до экономического, но и даже политического банкротства. Ну, что касается прокуратуры, мы не формируем политику госконтроля. Этим занимается наше правительство. У правительства вы на слайде видите, какие основные шаги. Я повторять, говорить об этом не буду, но в целом хочу отметить, что мы, в принципе, двигаемся в одном же ключе, как и Российская Федерация. И здесь я хотел бы сделать акцент на чем? На том, что у нас ясное понимание того, что государственный контроль, как часть государственного управления, должен работать на общую цель. На какую цель? На устойчивое развитие экономики, общества и, конечно же, на развитие массового бизнеса. Вот такое понимание есть. Что касается нашей деятельности, мы тоже имеем свой функционал в деле защиты прав бизнеса, и я бы хотел сделать акцент на двух вещах, которыми мы сегодня занимаемся, и которые имеют непосредственное отношение к теме нашего обсуждения. Первое – это как мы выстраиваем вот эту прозрачную навигацию между проверяемыми и проверяющими, особенно используя инструменты информатизации. И второй момент, очень чувствительный, очень важный, это модернизация Уголовно-процессуального кодекса. Вот шаги прокуратуры. Я очень коротко, Константин Анатольевич говорил, что у нас регистрация. Еще в 1999 году нам, прокуратуре, удалось убедить ключевых стейкхолдеров и начать в те годы регистрацию всех проверок предпринимателей. И сегодня этот институт хорошо работает. 18 лет многие страны интересуются и берут наш этот опыт. Но что самое главное, что этот институт постоянно развивается. Сегодня этот институт мы трансформируем в риск-ориентированную IT-систему. Суть – находить потенциальных нарушителей и ориентировать проверяющие органы, куда надо идти и кого надо проверять. Значит, что интересно, если
прокурор не просто сидит, формирует статистику о проверках. Во-первых, он смотрит законность, обоснованность. Если оснований нет, отказ. Значит, бизнес тоже хорошо знает, нет регистрации, не пускают. Теперь регистрация прошла, автоматически идет СМС предпринимателю. Конечно, если это не требует внезапной проверки. То есть, если это не требует, значит, хозяин бизнеса или менеджеры компании об этом знают. Что, еще один момент. Самое главное, что все акты проверок, то есть итоги этой работы, заливаются в единую базу. И вот таким образом мы многие вот такие инициативы еще рубим на этапе, ну, извините за тавтологию, в стадии инициирования. Значит, еще есть, значит, меры, это центры приема граждан, мы где принимаем и представителей бизнеса. В ближайшее время, в июле этого года, мы планируем открыть центры правоохранительных, вначале центр правоохранительных услуг в Генеральной прокуратуре, а затем во всех областных центрах, дальше и в городах. Значит, дальше. Значит, вот Комхор. Это программа, специальное мобильное предложение. Если зарегистрирована проверка в прокуратуре, то сразу идет СМС, вот содержание этого сообщения, уведомления. Значит, вот есть карта проверок предпринимателей. Значит, она очень востребована потребителями в первую очередь, потому что если вы хотите пойти в какой-то ресторан, кафе, можно поинтересоваться, если проверяемые органы там нашли антисанитарию, то это кафе, безусловно, будет отмечен красным цветом. Конечно, это последствия, потеря, это частые проверки, поскольку потенциальный нарушитель. Есть помимо этого еще другая карта, карта уголовных правонарушений. Это районы, где можно выяснить криминальность. Конечно, и сам бизнес тоже заинтересован, чтобы тот район, где он работает, был менее криминальным. Значит, что все это, я с учетом регламента не могу обо всей работе говорить. Значит, что это дало? За 7 лет мы отмечаем снижение проверок в 5 раз. Было в месяц 30 тысяч, сегодня это менее 6 тысяч проверок. Я еще хочу добавить, буквально позавчера я сам выступал в парламенте, Нижняя палата нашего парламента нас поддержала. Мы, прокуроры, отказываемся от проверок частного бизнеса. Хватит тех государственных контролирующих органов и надзора, которые проверяют. Мы свою задачу в этой части ставим по-другому. Конечно, в жизни бывают разные ситуации, и в этих случаях, когда действительно есть необходимость проверки, то это решение принимает только генеральный прокурор. Значит, прокуроры областей, прокуроры городов и районов по своей инициативе они не имеют проверять частный бизнес и, более того, подменять контролирующие надзорные органы. Значит, следующий, вот, значит, мы в этом году взялись за регистрацию, начали более активно проверять, насколько у нас обоснованно возбуждаются уголовные дела. Вы вот видите статистику, в разы уменьшилась. То есть, значит, на стадии возбуждения, на стадии, вот в самом начале начала уголовного преследования в течение 3 лет прокуроры добиваются того, чтобы эти дела были либо прекращены, либо вот все те должностные лица органов уголовного преследования, которые инициировали, они должны быть наказаны. Но, честно говоря, уважаемые дамы и господа, я хотел вот о чем важном сказать. Есть более опасное для бизнеса, более чувствительное для бизнеса, чем госконтроль. Об этом Борис Юрьевич все время говорит. Недавно вы докладывали, главе государства говорили, что самая ключевая проблема бизнеса – это все-таки уголовное преследование. И вот вся мощь государственного принуждения наступает именно в сфере, включается именно в сфере уголовного процесса. И, честно говоря, если следствие захочет убить какую-то компанию, то это у него получится. И мы у себя тоже
смотрели, анализировали, взяли 80 компаний, которые когда-то попали в руки силовикам, так вот, 40% из них после этого не выжили. Сотни, тысячи потерянных рабочих мест. И вот в этой связи я вот что хочу сказать, что вот посмотрите, вот допустим орган следствия, вот у нас их 6, включая прокуратуру, 6 органов следствия. Вот какие права они обладают? Вот, к примеру, полиция. Полиция что может сделать? Полиция может прослушивать, проникать в офисы, читать переписку, арестовывать активы, счета. Значит, что могут? Задержать на несколько дней, могут, значит, обыскать, могут допросить, могут провести очные ставки, следственные эксперименты и тому подобное. То есть во время собирания этих доказательств у этого следователя появляется азарт. Он эмоционально заряжен. Он видит черно-белую картину. У него его версия кажется самой правдоподобной, самой верной. И всю энергию он на что направляет? Конечно, на то, чтобы доказать собственную правоту. И вот, уважаемые дамы и господа, можно ли такому человеку, такому следователю доверить такое право? Право оценить вот эти все доказательства. Более того, можно ли такому следователю дать право, чтобы он оценил доказательства и на основе собственной оценки, собственных доказательств, вынес такое очень серьезное решение. Признать этого человека, предпринимателя, подозреваемым, обвиняемым, значит, инициировать содержание под стражей, проведение негласных следственных действий и так далее. Вот в передовых странах ОСР говорят, нет, никак нельзя. Ни в коем случае давать такому следователю такое право нельзя. Почему? Потому что, я еще раз говорю, эмоционально заряжен, его гонят ведомственные показатели. Чем больше раскрыл, тем он лучше. Конечно, он обязательно добьется того, чтобы что-то найти. Многие уголовные дела возбуждаются по одной статье, а в процессе этого дела обязательно найдут другой какой-нибудь состав преступления и обязательно ему это вменят. Так вот, вот эта проблема является нашим общим. У нас, вот в передовых странах ОСР, один орган собирает улики, доказательства, другой орган абсолютно не заинтересован в показателях раскрытия. Он дает трезвую юридическую оценку. У нас этого нет. У нас один орган все делает подряд. Он и собирает улики, он и оценивает эти улики, которые сам собрал, он и предъявляет подозрения, он и предъявляет обвинения, он и инициирует перед судом, доказывает, что ему применить меры процессуального принуждения. Поэтому эта проблема ясная, мы сейчас эту проблему очень серьезно обсуждаем. У нас в Казахстане глава государства сейчас создал рабочую группу из представителей всех заинтересованных органов. Но у нас, как всегда, что мешает? Мешает одно. Мешает ведомственные амбиции, ведомственные интересы. Потому что такое полномочия? Полномочия – это для нас, каждого из нас, это святой меч. Никто не хочет его лишаться. Поэтому лично я в этой группе буду предлагать одно, чтобы доказательства собирали одни, решения юридические принимали с холодной, трезвой головой другие. Независимо. Дело не в том, что я хочу потянуть на одеяло полномочий на прокуратуру. Нет, это с точки зрения элементарно здравого смысла. Потому что в том уголовном процессе, который я говорил, в передовых странах ОСР, там простая логика, там общепризнанное разделение функций. Не может человек, эмоционально заряженный, принимать решения. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, мы очень заинтересованы, чтобы в России были такие изменения, чтобы уголовный процесс Российской Федерации был именно таким образом скорректирован, а в этом случае и нам тоже будет легче убеждать своих оппонентов. Теперь
Что касается основного вопроса, доверять, не доверять, конечно, в этой ситуации, наверное, очень сложно. Никто бесспорный ответ не даст. Конечно, хочется поставить запятую после слова «доверять», но я уверен, что в дальнейшем мы не будем себя мучить вот таким выбором. Будет после слова «доверять». И последнее. Уважаемые дамы и господа, орал можно будет? Это я же должен делать. Извините. Ой, орал возвращается. Вот. Конечно, это стоит очень больших денег, больших усилий, но не это важно. Важно, что появилась надежда, что мы вернем это море людям, и пусть наше море наших дружеских отношений также будет всегда, будут полны доверия, уважения и сотрудничества. Большое спасибо вам. Жакип Кажманович, огромное спасибо за очень глубокое, я бы сказал бы даже философское такое выступление, потому что те подходы, которые вы изложили в отношении правоохранительной системы, мне кажется, они должны быть применимы также и в отношении контрольно-надзорной системы, да, потому что контролер, как исследователь, это человек, который сомневается. Он не должен, извините, получать кайф от того, что выявляет нарушения, от того, что давит на перо. Наоборот, в каком-то смысле контрольно-надзорная деятельность, она с точки зрения этики нормального человека, она некомфортная работа. И, конечно, в этом направлении надо двигаться.